Умалт Салцаев уже давно не был на родине своих предков. Сегодня впервые за много десятков лет его нога ступит на родную землю. В рамках нашей программы мы посетим родовое имение Умалта, точнее то, что осталось от некогда оживленного села. Мы познакомились с Умалтом весной этого года, когда искали информацию об одном историческом персонаже – Иналуке Арсанукаеве, князе Дышнинском. Именно о нем пойдет речь в нашей сегодняшней программе. Архивные данные почти не дали нам информации. Умалт – прямой потомок Иналука, живой хранитель истории. Вместе с ним и научными сотрудниками архивного управления правительства Чеченской Республики мы постараемся восстановить историческую справедливость и окунуться в атмосферу тех времен, когда жил и действовал выдающийся деятель чеченского народа Иналук Арсанукаев. Он был удивительный человек, достойный, с открытой душой, любивший свой край и свой народ. Именно поэтому его до сих пор помнят, он до сих пор вызывает интерес. Это справедливо. 1919 год. В России идет гражданская война. Северный Кавказ охвачен смутой и внутриполитическими распрями. Чечня, как и многие горские республики, оказалась на распутье. С одной стороны, большевики, которые клятвенно обещают вернуть чеченцам отобранные у них царизмом земли. С другой – деникинцы, которые предлагают восстановить великую, единую, неделимую Россию. В это сложное время, когда на Северном Кавказе бурлила повстанческая борьба, а Деникин перенес свои удары уже в центральную Россию, и здесь были представители Деникина, и против них шла эта война. Вот в это время появился и Дышнинский. В те годы на территории нынешней Чеченской Республики имел большой вес Узун-Хаджи, пришедший из Дагестана религиозный и политический лидер. Именно под его влиятельным руководством Иналук Арсанукаев предлагает создать Северокавказский Эмират, независимое горское государство с собственной властью и политическим устройством. Узун-Хаджи эту идею поддержал и согласился всячески содействовать. Дышнинский пришел к нему в сентябре 19 года и принес вроде фирман, то есть документ от турецкого султана, в котором тот призывал горцев создать самостоятельное мусульманское государство и биться, так сказать, с русскими, будь они красные, будь они белые или любых других цветов. В новом мусульманском государстве Узун-Хаджи был провозглашен не только имамом, но и эмиром Северного Кавказа, то есть ни много ни мало мусульманским государем. Великим визирем при этом стал Иналук Арсанукаев. Он же был назначен главнокомандующим всеми войсками Узун-Хаджи и министром иностранных дел нового государства. Иналук Арсанукаев стал самой влиятельной фигурой в этом дворе, в этом государстве, которое возникло в 19 году в гражданскую войну, в тылу Деникина, войска которого шли на Москву. Войска Узун-Хаджи под предводительством Иналука были отчаянны и бесстрашны. Они признавали только один исход битвы – победа. Для большевиков такие воины были выгодными союзниками, и большевистские лидеры стали вербовать горские народные массы, перетягивая их на свою сторону. Что же сделали большевики? Большевики прикинулись его союзниками. Гекала с его повстанческими войсками. Туда входили рабочие, бывшие красноармейцы, чеченцы, оставшиеся после смерти Асламбека Шарипова, его соратники, тоже помогали Гекала. В общем, сделано было так, как будто все это войска Узун-Хаджи, а командует ими Иналук Арсанукаев. Долгое время войска Узун-Хаджи и бойцы Гекала воевали на одной стороне. Узун-хаджинцы искренне верили, что этот человек их сторонник, и вместе они борются за благополучие Горской Республики. Но в какой-то момент Иналук Арсанукаев засомневался, так ли честен с ним и его подопечными Гекала, и в самом ли деле их цели совпадают. Иналук Арсанукаев, он понял где-то в конце 19 года, в декабре, он понял, что Гекала разлагает изнутри фронт войск Узун-Хаджи. Он постепенно доказывает, что это реакционеры, что они предатели, что за советскую власть только, значит, большевики, и потихоньку перетягивает на свою сторону вот эти массы, которые шли за Узун-Хаджи.
Возмущению Иналука не было предела. Он понял, ни Гекала, ни другим большевикам нет никакого дела до благополучия горского народа. Их цель – победа большевизма любой ценой. И признавать независимость горцев большевики не собирались. Иналук принял решение положить этому конец. Особенно сильно все это проявилось 31 января 2020 года, когда деникинцы бросили огромные силы из Грозного, других мест, чтобы уничтожить отряд Гекала, который находился в Воздвиженской Слободе. Это место сейчас рядом со старыми атагами. Кровопролитный бой между деникинцами и гекаловцами продолжался целый день, с утра до поздней ночи. Обе стороны несли огромные потери, но ни те, ни другие не были намерены сдаваться. Деникинцев было много, по некоторым сведениям, может, преувеличенным, там несколько тысяч человек. Гекаловцев мало, всего 650 человек. Они были обречены на смерть почти. Иналук Арсанукаев, вместо того, чтобы помочь ударом с тыла, значит, в это время стал выжидать окончания боя, потому что он, наверное, считал и те, и другие враги, и ждал, пока они ослабнут. Только чудо спасло Гекала от верной гибели. Он вместе с немногими оставшимися в живых соратниками ушел в город Шатой. Там Иналук предпринял попытку разоружить Гекала и разоблачить его. Однако Гекала оказался хитрее. Он отправил гонцов в Ведено, к Узун-Хаджи, и те оклеветали Иналука, обвинив его в сговоре с белыми и выставив трусом, изменником и предателем. Из Ведено Узун-Хаджи прислал своего брата в Шатой. В Шатое, значит, им вручили арестованного Дышнинского, оружие, которое, значит, отняли у его войск. Сам Гекал не разоблачился перед Узун-Хаджи. Иналук Арсанукаев вот таким образом лишился своего влияния. Это уже январь-февраль 2020 года. 17 марта 1920 года гражданская война закончилась. Повстанческие войска заняли город Грозный. Гекала приобрел влияние и власть. Напрасно Узун-Хаджи доверился обещаниям большевиков. Послушаем тогда Иналука, возможно, ему и его последователям удалось бы избежать гонений. Новой власти не был нужен ни сам Узун-Хаджи, ни его народ. Узун-Хаджи потерял свое влияние, заболел. Некоторые считают, что он умер сам, другие считают, что его отравили. Как бы то ни было, ему пришел конец. Ну и потом стали преследовать узун-хаджинцев. Спасаясь от репрессий, Иналук Арсанукаев уходит в горы. Но большевики понимали, этот человек может оказаться опасен для нового государственного строя, ведь однажды Иналук смог повести за собой целую армию последователей, а значит сможет сделать это снова. Советская власть не могла этого допустить. Уничтожение Иналука стало одной из первостепенных задач. Его стали выманивать руководители чеченского ревкома. Я даже видел письмо Халида Ашаева, на короткое время его сделали председателем чеченского ревкома, которые обещали Иналуку Арсанукаеву, если он вернется, дать хорошую работу, что ему, значит, прощено будет его противоречие с советской властью и так далее, что его ум, его знания потребуются для восстановления Чечни и так далее. Устав скрываться, Иналук доверился новой власти и вышел в город. Какое-то время он действительно был на хорошем счету и имел возможность работать на благо родной республики. Советская власть редко оставляет противников живыми, особенно если считает, что они влиятельные. И за ним установили слежку. Чекисты не могли расправиться с Иналуком открыто, ведь это означало бы, что советская власть не сдержала своего обещания, но вместе с тем была поставлена задача – устранить Иналука. И очень скоро выход был найден. Они придумали, что якобы то ли его познакомили, то ли он был знаком с какой-то женщиной. И когда он то ли к ней шел, то ли возвращался после свидания с ней, они, значит, устроили засаду, и в ней, значит, 2 или 3 расстреляли его из винтовок. Чекисты распустили слух, что Иналук пал жертвой чересчур агрессивного недоброжелателя. Иными словами, сам виноват, а советская власть ни при чем. Эта версия была, что называется, шита белыми нитками. Однако большевиков она устраивала и сомнений у народных масс не вызывала.
Вот так закончил свою жизнь Иналук Арсанукаев. Видимо, это было все-таки, наверное, летом 21 года на одной из улиц города Грозного. Вот примерно все, что пока мы знаем об этой личности. Долгие годы именно этой официальной версии придерживались историки. Марксистскую идеологию это вполне устраивало. Однако этой идеологии не суждено было просуществовать долго. Сегодня мы, наконец, имеем возможность восстановить историческую справедливость, рассказать об истинном характере героев Чеченского края и воздать по заслугам тем, кто положил жизнь на борьбу за благо своего народа. История любого народа соткана из судеб его представителей. И история чеченского народа тоже не является исключением. Она тоже состоит из судеб очень ярких, интересных, зачастую неординарных людей. Однозначно одним из таких представителей нашего народа являлся и Иналук Арсанукаев, который прожил очень интересную, очень яркую жизнь. Так кем же на самом деле был Иналук Арсанукаев, каким он запомнился своим потомкам и в качестве кого ему суждено войти в историю? Я помню всю их семью, братьев Иналука, сестер. Старшие уделяли очень много внимания тому, чтобы мы знали свою историю, и особенно историю своей семьи. В молодости не придаешь этому такого большого значения, но на самом деле это очень важно. Осознание этого приходит с возрастом. Иналук был человеком, на которого равнялись, брали с него пример, восхищались мужеством, благородством этого человека. Умалт покинул родные края, будучи еще ребенком, во времена выселения чеченцев с родных земель в 1944 году. В те дни чеченцы уходили в никуда. Их ждали голод, болезни, смерть. Тоненькой ниточкой, связывающей Умалта с прошлой жизнью, была память, живущая в пожелтевших снимках. В тяжелые дни испытаний и лишений Умалт хранил эти старые фотографии. Он свято верил, что придет время, когда он сможет рассказать потомкам о том, чему был свидетелем. А фотографии позволят навсегда сохранить в истории лица далеких предков, чья жизнь должна послужить примером для следующих поколений. А ранним утром в горах шел снег крупными хлопьями. Ничто не предвещало трагедии. Всех разбудил лай собак. Нас с двух сел собрали на открытую площадку на окраине. Этот день и ночь мы провели под открытым небом. Родители укрывали детей от холода своими телами. Я молил Аллаха, чтобы не промокли фотографии, которые я успел схватить, когда меня и родных выгоняли из дома. Я и сам из Тайпадешни, и поэтому меня интересует история жизни Иналука Арсанукаева. Не хотелось бы, чтобы то, что происходит с нами сегодня, как и в жизни Иналука Арсанукаева, кануло в лету. Анзор, так же как и Умалт, принадлежат к Тайпудишни. Он не прямой потомок Иналука, однако у них есть общие, более дальние предки. Анзор вместе со своим товарищем познает историю не в пыльном кабинете, а на местах исторических событий. По-моему, это нормально, когда человек интересуется своей историей, историей своего народа, когда ты можешь прикоснуться к ней. Конечно, интересно, все это в интернете есть, но именно когда ты это все видишь, это когда все сам осязаешь, вот это, по-моему, это круто. Вот. И вот от некоторых историй это остались всего лишь легенды, и мы бы хотели, чтобы от вот нынешней истории, наверное, она тоже как-то запечатлится в будущем, чтобы что-то осталось тоже, чтобы подрастающее поколение это тоже как-то прикоснулось к этому и знало, как жили мы, их предки. Здесь, в Итумкаринском музее под открытым небом, действительно можно в буквальном смысле прикоснуться к легенде, почувствовав дух того времени,
и запечатлеть восстановленные старинные строения. Но это лишь камни. Как выглядели люди, которые когда-то жили и боролись здесь, мы можем только догадываться. Снимков, подобным тем, которые Умалат принес через всю свою сложную жизнь, почти не осталось. Отчасти поэтому эти фотографии бесценны. Наше родное село Эсхой, откуда мы родом, так и осталось незаселенным после событий 44-го. Все, что дорого моему сердцу, осталось там. Мне иногда кажется, что если бы мы не были высланы, не порвалась бы некая связь между поколениями, и мы лучше бы знали своих предков, лучше бы понимали их жизнь и обычаи. И сегодня, если бы была возможность, я бы вернулся на эту землю. Потому что с тех пор, как я покинул ее, где бы я ни жил, у меня не было ощущения, что я дома. Есть еще одна сторона жизни Иналука Арсанукаева, о которой официальные историки почти ничего не рассказывают. Это личная жизнь знаменитого горца. Удивительно, но и в этой части своей судьбы ему довелось проявить себя героем. В истории его знают как князя Дишнинского, но почему, откуда этот титул? Мы знаем, что у чеченцев действительно нет титулованных князей в обычном понимании этого слова. Мне многое о нем рассказали Халид Салцаев, его братья Умалт и Саид Арсанукаевы. Это было связано с его жизнью в Грузии, где он проходил службу. Пытаясь доискаться до истины, я открыл для себя большой отрезок истории, до тех пор мне неизвестный. Я тоже из рода Дишни, и отчасти этим объясняется мой интерес к этой персоне. Нам в руки попала рукописная статья Дадаева Саидхасана, одного из потомков Иналука. Саидхасан согласился рассказать и нам поражающую воображение и полную приключений историю любви Иналука и грузинской княжны. Он был эстетом, восхищался красотой. Не мог он не заметить и красавицу-княжну. Он проводил взглядом фаэтон, в котором проехала мимо него княжна. Подошел к дому, в котором она скрылась. Каких-то деталей мы можем и не знать, но бесспорно, не только сердце Иналука дрогнуло. В этот вечер встрепенулась и девичья душа. Тифлис. По каменной мостовой, скрипя рессорами, едет фаэтон. На звук оборачивается молодой бравый офицер Иналук Арсанукаев. Мгновение хватило, чтобы понять — это она. 5 рублей золотом, исчезнувшие в широкой ладони кучера, открыли имя той, чей образ теперь занимал Иналука больше всего на свете. Но будущей избранницей оказалась не простая барышня, а княжеская дочь. Несомненно, статный юноша приглянулся ей, но связывать свою судьбу с человеком не княжеского рода барышня отказалась. Они стали встречаться, но капризная княжна попросила представить ей неопровержимое доказательство его благородного происхождения. Иналук отправил в Чечню своих братьев за подтверждением. Старейшина каждого села, куда заходили братья Иналука, поставили свою печать на свитке, который свидетельствовал в пользу благородного происхождения Иналука. Итого набралось 33 печати. Свиток был отправлен в Грузию, и, ознакомившись с ним, княжна дала свое согласие на брак. В скором времени сыграли долгожданную свадьбу. Однако брат княжны по-прежнему сомневался, что новоиспеченный муж равня его сестре. Поставить точку в этом вопросе могла только дуэль. Вызов был брошен. Иналук собирался на службу, когда принесли послание от брата княжны. В нем говорилось: «Ну что ж, если ты князь, приди и докажи это». Иналук внимательно прочитал письмо, улыбнулся, порвал его и бросил в корзину. Оставшись одна, княжна достала порванное письмо, сложила обрывки и прочитала. Она попросила братьев Иналука уговорить его уехать, чтобы избежать кровопролития. Иналук, выслушав братьев, сказал: «Если мне суждено умереть, я умру, но умру я князем». Трижды прозвучал барабанный бой, взывающий к началу дуэли, но выстрела так никто и не услышал. Иналук даже не взвел курок. Он стоял безоружный перед братом своей возлюбленной. Брат княжны был вынужден признать, благородство Иналука не может подвергаться сомнению. У чеченцев не принято враждовать с родственниками жены. Даже получив 30 ударов от родственника жены, чеченец не вправе ответить. Настолько чтят на этой земле родню своей избранницы. Этим принципом исследовал Иналук в день дуэли. Собирая по крупицам образ исторического персонажа, мы открыли для себя совершенно новое лицо.
этого героического человека, а значит и новый пласт незаслуженно забытой истории целого народа. Но это только маленькая часть, таких как Иналук Арсанукаев, героев своей страны, забытых и оклеветанных советской властью десятки, а может быть сотни. Вот поэтому мы должны свою историю внимательно пересмотреть, внимательно изучить и внимательно... Некоторые, переписывать историю, кричат. Что значит переписывать историю? Разве настоящую историю может кто-нибудь переписать? Настоящую историю создал Всевышний. Ее не перепишешь. И вообще, правда и Всевышний одно и то же почти. Чем ближе к Богу, тем ближе к правде. Село Эсхой Итум-Калинского района. Эти каменные руины – хранители и свидетели истории далеких лет. Для Умалта оказаться в этих местах – особое событие. Я все помню, все, что здесь было. Здесь растили хлеб, сажали кукурузу, воспитывали детей. Здесь была жизнь. Летом выращивали и пасли скот, пахали, сеяли, веселились. Зимой, когда работы по двору было немного, ходили друг к другу в гости, общались, радовались жизни. Хотя жизнь горцев никогда не была легкой, мы никогда не жаловались. Это была наша жизнь, и мы были счастливы. И сегодня я очень надеюсь, что когда-нибудь загорятся очаги в этих домах. На этой земле прошло его детство. Именно здесь закалялся характер его и его героического предка. Здесь берет начало история, которую мы вам сегодня рассказали. Здесь, в этом доме, прошло мое детство. Здесь была гостиная. Тут детская, а здесь жили наши старики.